А ситуация в Таджикистане ухудшается с каждым днем. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как скоро школа для многих детей станет роскошью. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Вот уже много лет в Таджикистане перед началом каждого учебного года идут споры вокруг школьной формы. Некоторые родители утверждают, что их школы имеют договора с отдельными компаниями и предприятиями, где покупка пошитой ими формы обходится дорого и не по карманам многодетным семьям. В Минобразования же говорят, что единая форма обязательна, но родители свободны в выборе продукции, не обязательно покупать форму только одной компании. У Дилавара, жителя района Рудаки, 4 детей-школьников. Он побывал уже на многих школьных ярмарках столицы в поисках доступной по цене формы, но так и не смог найти ничего подходящего по карману. Младший из детей учится в 1 классе, старший в 9. Мне сказали, что на покупку одежды и обуви на одного ребенка нужно 1000 самани, на 4 – 4000. Где мне найти такие деньги и что делать? Как мне с такими ценами дать образование детям, сетует Дилавар. Стоимость костюма двойки из пиджака и брюк в столице, в зависимости от размера и качества, стоит от 150 до 650 самани. В большинстве семей в Таджикистане есть не менее 2-4 детей школьного возраста. У жителя столицы Амона Каландарова 2 детей-школьников, для которых он купил форму на предприятии Насачи и Тачик. И свой выбор он объяснил так. Школа, в которой учатся мои дети, имеет договор с этой компанией. Каждый год мы покупаем здесь одежду для детей, берем немного на вырост, чтобы и на следующий год могли надеть. Так получается относительно дешевле. Один комплект школьной формы, брюки, пиджак, рубашку и галстук я купил за 300 самани. А как вы относитесь к тому, что для многих школа стала непосильной тратой? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Ученики некоторых школ города Душанбе, особенно лицеи и гимназии, носят школьную форму другого образца от частных компаний. Некоторых родителей беспокоит не очень хорошее качество этой одежды. Сына Дилшода, столичного жителя, в этом году приняли в 1 класс в одну из гимназий Душанбе. Там порекомендовали купить форму от компании «Новая эра» и принести в школу чек покупки. Там двойка, брюки и пиджак стоят 600 самани, качество не очень. Хлопчатобумажной ткани, рекомендованной Министерством образования, там и в помине нет. Я не знаю, почему мы должны покупать одежду такого низкого качества от этой фирмы. Пусть это будет форма отечественного производства, но она должна быть хорошего качества, сказал он. В агентстве Таджикстандарт признают, что в настоящее время отечественные ткани не подходят для пошива школьной формы, и большая их часть привозится из-за рубежа. По словам заместителя главы агентства Таджикстандарт Ситоры Шерзада, на сегодняшний день всем стандартам качества отвечает только ткань, произведенная одной фабрикой в Сагдийской области. Мы работаем над вопросом качественного производства тканей. В этом году 70 предприятий Таджикистана выразили готовность производить школьную форму. К началу нового учебного года они выставили на рынок около 1,5 миллиона комплектов школьной формы. На сегодняшний день крупнейшим производителем школьной формы являются предприятия Насачи, Тачик, Якут 2000 и Дунноинав. Единая форма была введена в школах Таджикистана с 2007 года. Изначально родители имели право выбора и в основном покупали школьную одежду на рынках, так как это было дешевле. Но в последние годы от родителей требуют покупать одежду местных производителей и предоставлять в школу чек покупки. Тема принудительной покупки школьной формы поднималась и в предыдущие годы. Джалалиддин Амиров, представитель Министерства образования и науки, говорит: у ученика есть выбор, и он может купить одежду на промышленном предприятии или купить ее в магазине, а может заказать форму в ателье у своего дома. Самое главное, одежда должна быть отечественного производства, из хлопчатобумажной ткани красивого кроя. Школьная форма не должна быть из синтетических тканей и импортного производства. Правозащитники неоднократно называли такие требования нарушением прав граждан. Некоторые пользователи социальных сетей считают, что пошив школьной формы является бизнесом группы чиновников или их родственников. Отсюда и принудиловка. Власти это отрицают. В Таджикистане насчитывается около 4000 школ, у которых учатся более 1 миллиона учеников. А как вы относитесь к ценам, растущим в последнее время просто с непомерной скоростью? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.